Смотрите в программе. Крупное ДТП в Татинском районе привело к гибели пассажирки. Еще 1,5 десятка человек получили травмы. Количество проводимых исследований на коронавирус увеличат в Якутии. Это должно помочь разграничить инфицированных с заболевшими сезонным ОРВИ. Будущим курсантам Омского летно-технического училища показали будущее место работы. Ребятам повезло попасть в программу «Молодежь в авиацию». Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. 1 человек погиб и 14 получили травмы в результате крупного ДТП в Татинском районе. Установлено, что на 236-м километре водитель микроавтобуса Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу и столкнулся с другим микроавтобусом Toyota Hiace. В результате аварии погибла женщина, пассажирка Региуса. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, водители и пассажиры обеих машин. Среди пострадавших 4 несовершеннолетних. Количество новых заболевших коронавирусом в Якутии за минувшие сутки составило 43. Из них в столице региона Якутске 20 случаев, в Оленёкском и Хангаласском районах по 5, в Мирнинском 3. В Алданском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах по 2 человека. И единичные случаи в Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском и Татинском районах. Минувший день унес жизни еще 2 человек, заразившихся коронавирусом. За сутки лаборатории региона провели более 3000 исследований, и по информации министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, их количество в ближайшее время будет увеличено. Это необходимо для того, чтобы в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ отделить заразившихся COVID-19 от тех, кто подхватил сезонное респираторное заболевание, которое имеет схожие симптомы. Основной вклад в это внесет и прививочная кампания. В республику прибыла вся партия вакцины против гриппа. Сейчас ее распределяют между районами. Детские сады республики начнут принимать детей в обычном режиме с 1 сентября с соблюдением всех гигиенических и противоэпидемических требований. Также сообщается, что до снятия ограничений по коронавирусу непосещение детьми детского сада будет считаться уважительной причиной при наличии от родителей справки о сохранении за ребенком места в дошкольном учреждении. Чтобы избежать столпотворения в столичных поликлиниках, на местах организованы выезды врачей из педиатрических отделений для осмотра и получения справок. Муниципальный детский сад номер 18 «Прометейчик» также готов принять воспитанников. Там сейчас заняты генеральной уборкой, проработкой плана по безопасному и раздельному входу в здание. Администрация нашего города Якутска наши детские сады оснастила всеми необходимыми оборудованиями. Это рециркуляторами, дозаторами, антисептиками, дезинфицирующими средствами. Детей встречаем с 3 входов. При входе будет обязательная термометрия и детей, и родителей. Конечно, мы просим родителей, чтобы они не приводили детей болеющих, начинающих болеть. И, естественно, детей с температурой. С 27 по 30 сентября в Якутске состоится 2-й Северный форум по устойчивому развитию. Он объединяет под своей гидой 14 регионов из 5 стран. Это Россия, Финляндия, Южная Корея, США и Исландия. Форум включает научно-практические конференции, круглые столы, семинары. В связи с эпидобстановкой мероприятия пройдут в онлайн-формате. Основной темой станет транспортная инфраструктура Севера и Арктики. Это развитие Северного морского пути, автомобильных дорог, железнодорожных путей и магистральных трубопроводов. Северный форум по устойчивому развитию, когда мы говорим об экспертной площадке, чтобы эксперты могли встретиться с лицом к лицу, обсудить те проекты, которые могли бы заинтересовать региональное правительство, крупные компании и так далее. То есть организовать живой диалог. И в отличие от других международных форумов, наш форум, мы хотели запускать на нашем форуме конкретные проекты в северных регионах. В первую очередь крупнейшие в России шахты по добыче угля запустят в сентябре. На территории горно-обогатительного комбината Инаглинский завершается строительство фабрики Инаглинский-2. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко, который оценил ход строительства в рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район. Объект планировали ввести летом, но из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, срок ввода был перенесен.
По прогнозам специалистов, производственная мощность по добыче и переработке угля «Колмар» после ввода этих объектов вырастет в 3 раза и достигнет показателя 6 миллионов тонн в год. Сегодня на ГОК «Денисовский» угольной компании «Колмар» в Нерюнгринском районе прошло официальное открытие очистных сооружений шахтных вод. Их производительность рассчитана с учетом максимальной производительности шахты, а объем переработки равен 2000 кубических метров воды в час. Проект очистных сооружений реализуется по запатентованной российской технологии водоподготовки и водоочистки, разработанной компанией «Мирика». На его реализацию освоено 1,5 миллиарда рублей. Для строительства станции понадобилось полгода. Сегодня мы на отстойнике качаем порядка грязной воды, где-то 1450 кубов. Вот этим летом непосредственно. А июль-август – это максимальная такая нагрузка в шахте по воде. И вот как раз не угадали, а рассчитали гидрогеологи, что вот надо очистные сооружения делать на 2000 кубов. То есть сегодня очистные построены таким образом, что даже если будет более обильный приток в шахте, они справятся полностью с очисткой всей шахтной воды. Комплекс производит очистку шахтовых вод до питьевых показателей. После процесса очистки вода отвечает всем требованиям для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Это исходная шахтная вода. Через час очистки она выглядит таким образом. Вода сбрасывается в ручей Дежневка. По словам кураторов строительства, шлам исходной воды задерживается в динамических осветителях. После этого фильтры в автоматическом режиме промываются чистой водой из баков собственных нужд. Грязь попадает в баки шламовых вод, после чего вода отстаивается, а сгущенный шлам направляется обратно в отстойники. После осветленная вода отправляется в баки собственных нужд. Этот процесс происходит в замкнутом цикле. На данной панели мы видим все основные узлы нашей очистки. То есть мы видим, получается, вход исходной воды. Видим первые блоки, это блоки хлопьеобразования и сгущения, то есть где у нас непосредственно происходит реакция с нашими реагентами и загрязняющими веществами. Также гидроциклоны и наши динамические осветлители. Мы видим все показатели наших динамических осветлителей, видим, какие задвижки у нас накрыты, какие показатели, давление, расходы. То есть вся система автоматизирована, все видно. Оператор спокойно контролирует за всеми процессами, видит, какие неполадки, какие аварии, и в кратчайшие сроки решает эти проблемы. Введенный комплекс очистных сооружений рассчитан на оборотное водоснабжение. В стадии разработки находится проект трубопровода для подачи очищенной воды на нужды обогатительной фабрики «Денисовская» для хозяйственно-питьевого, а также производственного потребления объемом 100 кубических метров в час. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. Ситуация вокруг дома по улице Короленко, 25 продолжает набирать общественный резонанс. Напомним, в минувшую среду, 26 августа, ПАО «Якутскэнерго» отключила от электроснабжения многоквартирный дом по причине выросшей задолженности. Сумма на сегодняшний день превышает 28 миллионов рублей. Без света остались около 700 человек. Сегодня к данному делу подключился Фонд по защите прав дольщиков. Сегодня уже найдены выходы, решения о заключении прямых договоров с гражданами. И будем ожидать в ближайшей перспективе ввод официальный в эксплуатацию данного объекта. И тогда у нас граждане, 706 граждан, смогут уже зарегистрировать свое законное право на жилье, зарегистрироваться, прописаться, и, соответственно, имеют возможность реализовывать свои гражданские права по устройству детей, детский сад, в школы. Минздрав Якутии сообщил о первых итогах детского летнего отдыха. Так, около 1500 ребят провели лето в 68 детских дневных лагерях республики. Отмечается, что несанкционированных организаций отдыха без документов, подтверждающих их соответствие требованиям санитарного законодательства, не выявлено. Почти 76% детей выпустились из лагерей выздоровевшими. У остальных 24,5% наблюдается менее низкий эффект оздоровления. Сейчас третью смену отрабатывают 22 дневных лагеря для 520 детей. Почти 20 выпускников школ Якутии стали курсантами Омского летно-технического училища. Ребятам повезло попасть в программу «Молодежь в авиацию», которую с прошлого года реализуют полярные авиалинии совместно с Министерством образования и науки региона. Перед отправкой ребята ознакомили им с будущим местом работы. Сюжет у Лены Шагиной.
Схватиться за штурвал, сесть за кресло пилота, ознакомиться с бортовым оборудованием вертолета. У будущих выпускников Омского летно-технического училища есть такая возможность. Уже совсем скоро они уедут на 3-летнюю учебу, а вернутся уже дипломированными вертолетчиками. Почему именно вертолет? Потому что просто интересно. Интересно, как вообще он устроен, как работает, летает. Самолет... Я общался со многими пилотами самолета, в том числе и с дядей. И довольно-таки самолет тоже интересен, но хочется попробовать что-то новое. Проводит экскурсию по знаменитому Ми-8 командир воздушного судна Артем Филиппов. Напутственные слова своим будущим коллегам: хорошо учиться, ведь пилот – это не только сложная, но и очень ответственная профессия. Главное – трудолюбие, любить свою работу, учиться хорошо, быть, конечно, дисциплинированным человеком. Знать очень много нужно, очень ответственная работа. Главное – любить свою работу. Омский летно-технический колледж – единственное в стране учебное заведение, которое готовит пилотов вертолетов. В 2019 году авиакомпания «Полярные авиалинии» совместно с региональным Минобром реализует целевой проект «Молодежь в авиацию». Благодаря программе уже более 30 якутян с прошлого года осваивают профессию пилот вертолета. С ними заключены у нас ученические договора. Оплачиваем мы им стипендию, проезд, и, конечно, гарантированное трудоустройство. Те ребята, которые закончили Омск, у нас очень хорошо работают, в районах летают, в Арктике летают, поэтому для нас, конечно, это очень, кузница кадров Омский летно-технический колледж. На сегодняшний день средний возраст летного состава авиакомпании превышает 45 лет, в связи с чем авиакомпания крайне заинтересована в привлечении молодых специалистов. Кроме того, существует и большой дефицит пилотов вертолетов, несмотря на то, что профессия является одной из востребованных в стране. Вертолеты сегодня используются не только для перевозки людей и грузов, они активно участвуют в аварийно-спасательных операциях и в тушении лесных пожаров. У нас хватает работы, на самом деле, по республике Саха-Якутия. Мы даже не успеваем. Есть даже отказы, допустим, для тех же промышленных предприятий мы отказываем, поскольку приоритет для нас, конечно, санитарная авиация, социально значимые перевозки внутри республики. Программа «Молодежь в авиацию» действительно работает. Впервые в истории региона профессию пилота вертолетов освоят 19 молодых ребят. Учитывая, что Омское училище в этом году набирало всего 80 человек для поступления, четверть первокурсников составят ребята из Якутии. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. И к этому часу вся информация. Увидимся в следующем.